Что случилось с утра? Или ваша одноногая курица ускакала через дыру в сарае? А ты на меня подумал? Я не воришка, мальчик, а охотник. Так что я ни при чем. Пришло время выпустить твою грязную кровь. Ты как со старшими говоришь, щенок. Пришло время выпустить твою грязную кровь. Я сын Зоулы. Кого? Зоулы. Кого, чью жизнь ты забрал тогда у медвежьего оврага? Ну, еще я хочу добавить, что мальчик получил массу призов на, как исполнитель, да, реально. Оператор получил сам, это не парадоксально, Амур получил премии продюсерские, там еще продюсер, на каком-то фестивале режиссерскую, но вот оператор собрал очень много. Что еще раз? Когда в самом начале по комнату по кругу ходили, нигде тень не бросалась. Ну это вот, да, я должен сказать, что сейчас вот Саша Родин, он сейчас один из таких, ну, поднимающихся молодых, он много снимает уже с мастерами, и для него это тоже был диплом, они там массу, я могу сказать, но попозже, вот, когда вы скажете, я, так сказать, скажу там свои некоторые замечания, да, но я хотел бы это. И он, конечно, вылизывал эту работу прям просто до высокого уровня, и он получил премию в гильдии операторов России за этот фильм, потому что операторский, конечно, там сделано. Референсы? Ни на какие. Надо знать ваших братьев, так сказать, мужей. Ничего, только все мое. Я буду делать только свое. Никаких вообще. Он реально потратил год, причем этот год был просто тяжелейший. Его едва не отчислили, он не платил за курсы. Я должен был там писать письма, мы писали письма министру и писали, по-моему, премьер-министру Мушите. В общем, что там я не писал, и, в общем, в итоге все это, они его поддержали как-то, и, в общем... Мужественный человек был твой отец. Я помню его. Если веришь в Бога, молись. Для подобного рода картины это мало. Но это было, во-первых, он подключил практически всю, так сказать, Ингушетию. Там, ну, вы видели старейшин, да, это реальные старейшины. В музее дали, честное слово, ему даже эту пушку. Не было лафета, они строили лафет, ну вот эту колеса, но пушка реальная, из музея там и всякое, все это давали, с лошадьми он договаривался с ингушскими наездниками. В общем, там участвовала практически там большая часть